снова здравствуйте! В эфире «Студия 11». Программа для тех, кто хочет поднять себе настроение, узнать что-то интересное и просто хорошо провести время в приятной компании. Ну что, поехали? Эпоха Возрождения. В Карткировском районе восстанавливают старинный храм. Золотое слово. Впервые в Коми состоялся фестиваль детской коми-книги. Почетной гостьей стала знаменитая актриса Лариса Лужина. Начнем с важной для всего православного мира новости. С 25 сентября по 5 октября в Сыктывкарскую епархию ожидается прибытие ковчега с мощами преподобного Серафима Саровского из Дивеевского монастыря. Прикоснуться к ним можно будет в Свято-Стефановском кафедральном соборе в Сыктывкаре с 25 по 30 сентября, 1 и 2 октября в Сосногорске и снова с 3 по 5 октября в главном храме республики. В храме Вознесения Господня в Керосе Карткировского района опять раздаются звуки строительных инструментов. Там продолжаются восстановительные работы. Здание церкви, построенное аж 100 лет назад, начали приводить в порядок в 2018-м. Евгения Кладкевич о том, что уже сделано и что осталось выполнить до наступления долгожданного открытия. У этого маленького кирпичного здания в селе Керос есть своя очень долгая и вместе с тем непростая история. Построенный еще до Октябрьской революции, храм Вознесения Господня готовится обрести вторую жизнь. Восстанавливать святое место из руин принялись как местные жители, так и волонтеры, которые приехали в Керос из соседних сел и деревень. Одни очищают стены от старой штукатурки, другие занимаются спасением обветшалого фундамента. Даже сам батюшка переоделся в рабочую одежду и работает вместе с волонтерами, подает всем пример. Сегодня у нас очередной субботник, будничный день, но приехали мы, все мужчины на одной машине, потрудились ударно. И работали под куполом, буквально на высоте, вокруг по периметру. И счищали штукатурку, как обычно. Еще много работы, особенно под потолком. И мы начали с ним работать, и время пошло, и вот эту гору мы разобрали. Да. Вот эту гору разобрали и убрали фундамент. Практически мы эту работу на сегодняшний день выполнили. Храм Вознесения Господня в Керосе был построен в 1915 году. Из воспоминаний местных жителей с первых дней его активно посещали и взрослые дети. Служил тогда здесь отец Арделеон. Добрый и щедрый священник поддерживал в храме особую красоту и душевность. К сожалению, спустя время храм закрыли. Переоборудование храмов в клубы и склады было распространенной практикой в советские годы. В здании обосновали Дом культуры. За музыкой, танцами и кино вместо молитв и проповедей люди приходили сюда аж до 2017-го. В тот год в здании случился пожар, после которого сельчане и решили восстановить храм. А знаете, как радостно, когда вот храм строишь, такая радость появляется душевная. С Богом вот начинаешь жить как-то правильно. Узнал о строительстве церкви, вернее, о пожаре, что ее начинают делать от знакомых. Согласился с радостью, потому что редко, когда у меня выдается помочь церкви хоть чем-то. Вот. Работа тяжелая, но тяжести не замечаешь. Браться за восстановление храма было страшно, не знали, с чего начать. Пожар, казалось, уничтожил все. У здания не было ни крыши, ни потолков, ни даже пола. Кирпичные стены из-за отсутствия кровли отсырели. Но совместными усилиями и верой в благое начинание местные жители все-таки взялись за дело. Начали с малого. Вынесли весь скопившийся внутри здания хлам, затем отремонтировали крыльцо, а потом и до кровли с полом очередь дошла. Один из местных мастеров взялся за изготовление окон для храма. В планах одну половину церкви отгородить и установить там печное отопление, чтобы молиться можно было и в холодное время года. В мае прошли службы, вокруг храма крестным ходом прошлись. Надеемся, что люди потянутся в деревню. Восстановим храм, и люди потянутся. Над восстановлением храма в Керосе трудится каждый день. Однако, чтобы процесс шел быстрее, нужны еще люди. Волонтером можете стать и вы. Достаточно связаться, например, с отцом Сергием через социальную сеть.
Сыктывкаре ярко прошел первый литературный фестиваль детской коми-книги «Зарникыв. Золотое слово». Программа была очень насыщенной. Спектакли, презентации, мастер-классы, выставки и творческие встречи. К слову, о последних. Героиней нескольких таких встреч стала народная артистка РСФСР Лариса Лужина. И сегодня она в нашей студии 11. Лариса Анатольевна, здравствуйте, рады вас видеть. Очень приятно. Давайте поговорим о фестивале. Как так получилось, что вы стали его частью? Ну, во-первых, я давно принимаю участие в этом фестивале, поскольку он проходит уже, проводятся они в 21 регионе России. Так что ваш 21-й уже регион, в котором Российский фонд культуры проводит такой детский фестиваль литературы, детской литературы. Вот дети, сегодня дети, завтра народ, там, или читающие дети. Знаете, это, наверное, нужно, потому что, во-первых, Российский фонд культуры всегда привозит очень интересных людей. Это не только там, это мы актеры, мы там у нас 2 человека, 3 человека бывает в составе. Делегация большая, по 20, по 15 человек. Причем там и художники, и поэты, писатели, сказочники, и композиторы. В общем, масса интересных людей с интересными профессиями творческими. И поэтому там мастер-классы, которые проходят, они очень интересны и любопытны, потому что каждый показывает то, что он умеет. Вот, например, там художница показывает, как нужно иллюстрировать книжки детям, проводит мастер-класс. Там, не знаю, сказочница, может, какие она стихи новые написала, какие она книги новые пишет, как нужно к этому подходить, как можно увлечься вот историей, например, писания книг таких. Ну, в общем, каждый показывает свое мастерство. И люди, и дети же очень им это интересно. Особенно, когда руками что-то сами делают, когда сами карандаш в руки берут. Вы как артист. Я как артистка, естественно, что я могла? Я могла рассказывать. Понимаете, у нас это не мастер-класс считается, это считается творческая встреча. Потому что мастер-класс – это когда, если бы я поработала с детьми, взяла бы группу людей, детишек и сказала, давайте мы с вами сейчас разыграем маленькую сценку или маленький кусочек с какой-то сказки. Вот это мастер-класс. А у нас это вот у художников такой мастер-класс. А у меня творческая встреча. Даже не вопрос ответ. Поскольку я всегда очень подробно все рассказываю, вероятно, за 1,5 часа, что выкладываю все, когда спрашиваю, есть ли вопросы какие-то, и люди сидят и не знают, что им спросить, потому что как бы все рассказала. А вот то, что идет творческая встреча, идет общение, я вижу, как они реагируют, как они принимают, как они слушают стихи. Это когда бывает такое молчание, что муху слышно, как пролетает. Вот это вот очень дорого, потому что ты чувствуешь, что ты цепляешь их сердца, и ты вошла к ним туда, вот в их жизнь, они с тобой вот сидят одновременно, переживают все, что переживаю на сцене, они переживают, сидя в зале. Для артиста, я думаю, это очень важно. Конечно. Отклик такой человеческий. Вы знаете, я всем говорю, там есть у меня такое четверостишье Губермана. Уточняется, годы уходят, уточняется плоть, испаряется пыл, годы вышли на медленный ужин. И приятно подумать, что все-таки был, и кому-то бывал даже нужен. И вот когда я выхожу на сцену, и я вижу зал полный, и я вижу, как на меня реагируют, я чувствую, что я еще кому-то нужна. А это самое прекрасное чувство в жизни человека, когда ты еще кому-то ты необходим, для кого-то ты необходим. По вашим словам, я могу сделать вывод, что театр вам как-то больше, откликается, чем кино? Или я не права? Нет, почему? Я вообще-то ГИК заканчивал, институт кинематографии, и в таких мастерских, как Герасимов, Тамара Федоровна Макарова, Сергей Павлович Герасимов, народный артист Советского Союза. Это все-таки киноинститут был. Хотя мы артисты театра и кино. Мне нравилась сцена, я люблю на сцену, я работаю до сих пор, у нас есть антрепризные спектакли. Пока было несколько, сейчас осталось 2. «Александр III» – это исторический спектакль. И аккомпаниатор. Может, у вас такой здесь театр потрясающий. Я думаю, хочу напроситься, чтобы нас пригласили. Мы со спектаклем приехали. У нас хорошие актеры играют. Рая Рязанова, Сережа Никоненко, Гондарев, Саша. Вот у нас 4 человека и симпатичный спектакль. Так что я люблю театр, я люблю сцену, я люблю и кино. Вот вы знаете, нет границы. Сейчас какая-то граница стерлась. Раньше были артисты кино и артисты театра. Сейчас этой границы нет, она стерлась. Так же, как стерлась граница между городом и селом. Вот я вчера была в Выльгороде, Выльгород. Я не поняла, что это такое, какое село. Там город настоящий. Город потрясающий. Красиво все одеты, со вкусом, интеллигентно. Все они играли там джаз. Группа джазовая была из Выльгорода. Потрясающие мужчины в белых рубашках, в черных костюмах. Великолепно играют джаз. Понимаете, никакого ощущения, что это провинция. А посмотрели с «Русалочку» мы позавчера. Господи, да Москва должна позавидовать
позавидовать просто. Нужно показывать, как нужно работать. Если никакая не правительство, если это столица позавидует тому, что мы видели позавчера. Понимаете, как работают артисты великолепно, какая декорация, как все удивительно, не знаю, так одно из другого вытекает. И видеоряд, и музыка вот этого финского композитора Томаса, она как-то другая, чем Драгомышский, предположим, да? Она какая-то обволакивающая, какая-то нежная. Мне так понравилось, как работают актеры, все понравилось. Поэтому я считаю, что вот это тоже так же нет, как между артистами кино и театра, так нет границы между сельским и городом, и селом. То есть 4 дня в Сыктывкаре впечатлений немало? Да, нет, очень здорово. Вчера мы еще познакомились, такой лось, хороший Макс, который такой огромный, с рогами. Мы его кормили грибы, кругом грибы еще растут. Это же с ума с этим. Мы прошли немножечко до этого лося в этом в парке там. И, как называется, Финно-угорский этнопарк. Финно-угорский, да. Вот, финно-угорский. Потому что я при угро-финский говорю, а здесь финно-угорский. И мы пока шли, мы грибы белые нашли, красноголовики такие. А лось так обожает грибы, оказывается. Ну, мы тащили ему яблоки килограмм, там еще, чтобы покормить. Так что, конечно, впечатлений много. И очень жалко, что как-то очень быстро все промелькнуло. Чух, 4 дня как-то насыщенные. И ощущение, что я здесь уже давно, а в то же время жалко, что уже расставаться завтра надо. Лариса Анатольевна, вы сказали, что вам привычнее говорить угро-финских. Это как-то связано с вашими эстонскими корнями? А угро-финский, потому что я отношусь к угро-финской группе, поскольку я эстонка. Ну, не то, что эстонка, у меня дедушка эстонец. И я из Эстонии. Я прожила всю свою жизнь, ну, с детства до школы, почти 20 лет. Ну, собственно, всю свою сознательную жизнь я прожила. Какие-то общие черты нашли, где пересекать? Угро-финская группа. Я слушаю Кэсси, Месси, Веси. В общем, я даже здесь некоторые читаю что-то. Пик нос. Я говорю, это же по-эстонски длинный нос. Они говорят, да, правильно. Вот видите, очень много общих слов. Ну, что и финны, и угро-фин, Удмуртия, Коми, кто там, финны, эстонцы, венгры, и еще и Мордва, по-моему, тоже к этому относятся. Так что есть общие корни. Не зря вас судьба привела к нам и в нашу студию тоже. У нас есть для вас небольшой подарок от телеканала «Юрган». Это местные мастера села Выльгород. Кота нету там? Кота без кота. Да, я можем даже собираю. Открыть. Сюда можно, пожалуйста. Ой, какой же кот в Выльгороде. Вы знаете, это кот Пас? Да. Ой, какой кот шикарный. Спасибо большое. Это от телеканала «Юрган», да, мы дарим небольшой такой... небольшой горшочек, туда можно положить что угодно. Если вам подарят ягоды, наши местные, всегда можно туда положить. Лариса Анатольевна, мы очень рады были с вами познакомиться. Спасибо вам большое за такую небольшую беседу. Спасибо большое, Ленушка, спасибо. Тем временем мы подошли к середине выпуска. Продолжим нашу программу сразу после короткого перерыва. Не переключайтесь. И снова мы в эфире. Всем привет, кто только подключился. Впереди 10 минут интересной и полезной информации. Поехали! Не доводить до предела. Как решить спорные вопросы без обращения в суд. Сила, ловкость, скорость. 85 лет пожарно-спасательному спорту. Довольно часто многие спорные вопросы в разных сферах нашей жизни начинают решаться после фразы «обращайтесь в суд». Но можно ли избежать разбирательства без участия слуг Фемиды? Можно. Для этого существует так называемый институт медиации. Что это такое? Давайте разбираться. В студии 11 Кристина Аверина. Кристина, здравствуйте. Добрый день. И все-таки, что же такое институт медиации? Ну, это универсальный способ выхода из конфликтных ситуаций, который экономит силы, время, деньги и эмоции. Ну, может быть, есть какой-то такой небольшой пример, чтобы, так скажем, с места в карьер красочно нам объясните, вот какими вопросами занимаются медиаторы? Ну, медиаторы – это люди, которые профессионально осуществляют свою деятельность, имеют соответствующую квалификацию и, самое главное, обладают навыками и способностями к этому непростому делу. Вообще медиация, она универсальна, потому что применима и в трудовых спорах, в семейных. Очень хороша она, например, при урегулировании школьных конфликтов, ну и так далее. И в коммерции тоже очень хорошо она применима. Вот представьте, бабушка очень хочет сделать подарок своей внучке. И ей обязательно нужно опередить всех родственников. Ну, знаете, такой вот доминирующий момент. А она на эмоциях отправляет деньги, чтобы купить какого-то элитного щенка.
Но рука дрогнула, деньги ушли не туда. Она понимает, что сделка не состоится, потому что деньги ушли не по адресу. Она звонит человеку, который получил эти деньги, он говорит: не вопрос, я их вам верну, но беда в том, что мои счета арестованы. И вот представьте ситуацию, если они пойдут через судебную систему решать этот вопрос. Щенок, извините, за время пути подрастет, эмоции уйдут, ребенок не получит подарка, ну и так далее. В итоге, что получается? Есть возможность обратиться к медиатору. Почему? Потому что медиатор поможет составить медиативное соглашение, которое будет иметь статус исполнительного листа. Они идут в службу судебных приставов и в течение нескольких дней решают этот вопрос. Деньги возвращаются на счет, и вся сделка проходит безболезненно. И ребенок получает подарок. Интересно, главное, быстро и со счастливым концом. Я знаю, что медиатором можно стать. Как это сделать? Ну, для этого нужно, во-первых, понять, готовы ли вы к этому. Нередко у меня на курсах бывают такие ситуации, когда даже психологи с большим опытом понимают, что это не их путь. Самое главное – это желание заниматься этой профессиональной деятельностью. Какие есть критерии? Во-первых, достижение возраста 25 лет, наличие высшего образования и прохождение обучения. Образование любое или обязательно юридическое? Нет, не обязательно юридическое. Это большое заблуждение, что медиатором должен быть обязательно психолог или юрист. Нет, любой человек, который имеет соответствующие желания и навыки общения с людьми. Там ведь очень большое терпение требуется. И вообще медиация, она очень качественно влияет на жизнь человека, который этим занимается профессионально. А если говорить вообще о развитии медиации в России, на каком этапе сейчас у нас этот институт? Дело в том, что непопулярность этого института связана с низким уровнем информированности населения, а также с осторожностью, недоверием. Здесь очень важно доверие. И когда вот те люди проходят вот эту процедуру, погружаются вот в этот опыт, они видят, действительно положительный эффект от того, что они достигают и получают. Ну вот вы сказали о доверии. Но доверие, оно всегда подкрепляется. Знаете, вот такая вот есть у нас черта, подкрепляется бумажками. Какие-то бумажки есть у медиаторов? Обязательно. Кстати, это очень хороший вопрос. Спасибо. Дело в том, что, обращаясь за услугами медиатора, обязательно поинтересуйтесь. Действительно, тот человек, который себя позиционирует в качестве такового, имеет соответствующие полномочия на проведение этих процедур. Это должно быть подкрепляться обязательно документами государственного образца. Нет пока единых критериев, то есть он все равно должен пройти обучение. Это либо удостоверение о прохождении обучения, либо будет какой-то диплом о переподготовке. Сейчас система позволяет все это проверить. Современная система учета всех этих данных. В общем, вот такая вот профессия медиатор. Еще более о ней можно узнать в интернете. К сожалению, эфира нашего не хватит, чтобы подробности все рассказать. Спасибо вам большое за информацию. Надеемся, еще с вами столкнемся, но только по работе. Благодарю вас. Спасибо. В этом году 85 лет исполнилось пожарно-спасательному спорту в нашей стране. Еще в далеком 1931 году в пожарных программах по физической культуре были введены упражнения по специальной подготовке. Они включали хождение по бревну, надевание снаряжения и боевой одежды, лазание по канату, переноску колонок и рукавов, бег, прыжки и преодоление других препятствий. И в 1937 были проведены первые летние соревнования пожарной охраны НКВД. С тех пор этот вид спорта только развивался. Примечательно, что в соревнованиях участвуют действующие пожарные. Как обстоит дело с этим видом спорта в нашем регионе, узнал Северин Арпа. Скажите, пожалуйста, вот у нас в республике, как сейчас развит пожарно-прикладной спорт, сколько человек участвует и как часто представители нашего управления принимают тоже участие в соревнованиях? В соревнованиях мы в течение года достаточно регулярно участвуем. У нас в календаре всероссийском около 12 стартов. В 5-7 из них за год сборная команда Главного управления численности по Республике Коми участвует в составе взрослых и юношей и девушек. Что касается развития, на данный момент, на 2022 год, по итогам 2022 наша сборная заняла в общем рейтинге среди 85 субъектов 18 место. Те ребята, которые участвуют в сборной, это действующие пожарные или это специальные сотрудники какие-то?
Это все действующие пожарные, кто-то офицеры. Понятно, что ближе к соревнованиям серьезным освобождают на определенное время, то есть ведется целенаправленная подготовка, учебно-тренировочный сбор, чтобы показать высокий результат. Детский возраст у нас получается от 18 и младше, подразделяется еще на 3 группы: 17-18, 15-16 и 14 и младше лет. Вот эта группа занимается у нас у 2 тренеров, непосредственно здесь, в городе Сыктывкаре, и в Эжвинском районе. Мы регулярно также проводим в осенний период школьные соревнования. Школы, значит, города Сыктывкара в обязательном порядке участвуют, даже приезжают из Воркуты. Вот, мы проводим отбор, смотрим перспективных ребят, их приглашаем, ну и, соответственно, уже там по желанию они, кто-то продолжает заниматься, кто-то, может быть, уходит в другой вид спорта. Ну, вот такая вот селекция происходит. Наше руководство ребятам, которые показывают высокие результаты, предоставляет возможность, то есть поступить в какой-то профильный вуз МЧС, они получают целевое направление и уже выбирают, там, куда им поступить: в Иваново, Санкт-Петербург, может быть, в Москву. Какие нормативы есть? Вот за сколько вот в идеале должен... Ну, понятно, что как можно быстрее, наверное, да? Ну, например, там на мастера спорта какие-то нормативы есть, наверное? Ну, что касается полосы препятствий, вот сейчас мы здесь находимся, то мастер спорта на данный момент составляет 16,16. Башня — это другая дисциплина, называется штурмовая лестница, 4-й этаж, учебная башня для мужчин. Норматив мастера спорта в этой дисциплине составляет 13,88. 13 секунд. Это нужно пробежать 32 метра. Ты еще 32 метра пробежать. Забраться в 4-й этаж. И все это за 13 вот с лишним секунд. Да. Это просто супер люди. Мы попробуем сейчас тоже хотя бы частично это сделать. Сильно не смейтесь. Хотя смейтесь. Ну что, попробуем? Конечно, пожалуйста, прошу вас. Итак, мы на старте полосы препятствий. Впереди у нас забор, бум, подсоединение рукавов. В общем, много всего интересного. Побежали. Попробуем пройти, как в книжке Гарри Поттера. Платформа 9,3. Побежали. Следующий этап полосы препятствий – это бум. Еще один элемент – это штурмовая лестница. На подходе перехватываем, стыкаем и вешаем. Фух. Погнали. Оп. Ребята идут через одну ступеньку, но мы-то не профессионалы, но для первого раза хватит. Будьте как пожарные, всегда на высоте. Достигайте новых высот и ничего не бойтесь. Это была «Студия 11». До встречи в эфире.